Хотелось бы обратиться к вам, Садыр Нуркожоевич, ИО президента Кыргызской республики. Вы призываете мигрантов, вы призываете народ, вы открываете счет для того, чтобы погасить долг Китаю. Вы меня извините, я тоже народ. И я этих денег не видела. И ни копейки из тех денег, которые выделялись на усовершенствование нашего государства, ни я, ни народ не видели. И у вас хватает наглости сейчас просить у народа погасить этот долг? Я первый раз вижу подобное хамство. Первый раз вижу людей, готовых до такой степени держаться за власть и давить на жалость, просить у народа закрыть долг. В то время, когда вы отпускаете преступников, в то время, когда воры гуляют на свободе, отмазываясь 2 миллиардами жалкими, когда эти люди в день получали по 3 миллиона долларов, воровали с границ. Таможенники. Неужели вы не слышали об этом? Вы человек, который сидели в тюрьме. Вы человек, который прошли через очень многое. Вы лично страдали в этой жизни очень много. И я за это вас уважала. И в день, когда был митинг в вашу поддержку, это было еще в прошлом году, я выходила. И я точно так же, как все, требовала справедливого суда для вас. И что мы сегодня видим? Мы видим то, что вы пошли по тому же пути преступному, по которому мы идем уже 30 лет. По этому пути нас завели в страшное болото, из которого нет выхода. И вы сегодня имеете наглость обращаться к нищему народу, у которого иногда нет денег на хлеб, просите скидываться деньги на то, чтобы закрыть долги. У вас нет совести, уважаемый Садыр. У вас нет совести. Если вы не в состоянии справиться с властью, которая на вас свалилась, которую вы с такой жадностью вцепились и с такой радостью поставили везде своих людей, если у вас нет сил, если у вас не хватает знаний, возможностей, опыта, уйдите, оставьте свой пост, дайте возможность работать людям, кризис-менеджерам, которые вытащат страну из задницы. Вы же понимаете, что сегодня Кыргызстан стоит вопрос не в том, чтобы его экономически спасти или дать жизнь хорошую на будущее и так далее. Вопрос стоит о существовании Кыргызстана как такового, суверенитета Кыргызстана, вообще существовании нации и земли кыргызской. Неужели вы этого не понимаете? Очнитесь, очнитесь все, кто там. Люди, придите в себя. Спуститесь с небес на землю. Успокойте свои амбиции, свое эго. Я понимаю, что вы сейчас счастливы и довольны после того, что захватили снова власть. Воспользовались трудами молодежи и сделали все для того, чтобы прийти сегодня к власти. Очнитесь, это не ваша победа. Отпустите страну, отпустите власть, дайте работать людям, которые могут вытащить страну из задницы. Неужели вы этого не видите? Ни одна страна в мире вас не приняла. Ни одна международная организация не хочет с вами сотрудничать. Имейте совесть. Дайте кыргызскому народу шанс на выживание. Я вас очень сильно прошу. Очень сильно прошу. Я возмущена, и я требую, чтобы вы оставили страну в покое. Спасибо.